Достройте наш дом! Достройте наш дом! Беспокойство обоснованное, конечно, потому что этот дом оставался, наверное, один из самых готовых домов на тот момент, когда Пензастрой прекратил его строительство, и время прошло уже достаточно, и, конечно, надежды людей не оправдались в этом плане. Я вас очень прошу вот еще все-таки немножко набраться терпения. В этом году мы не переносим сроки, мы планируем его завершить. А вы поймите, нас самой не можем больше ждать. Ни дня. Я вот не могу. Я мать троих детей, многодетная, живу в однушке. У меня больше нет сил ждать. Вам просто в том году уже поверили. Когда вы два человека сюда кинули, мы радовались. Ну, достроят к зиме, начали, достроят. Какие нам гарантии вы можете предоставить? Что это на самом деле конкурс. Еще была тишина такая, что ничего не строили, мы сидели, ждали, а потом стали пикетировать, и вдруг сразу все стало готово. Как это так может быть? Чистая случайность. Слушайте, я не политик, я вам вот как руководитель вот этого госоргана, я просто вижу, что происходит, и мне кажется, что между нами, наверное, не хватает каких-то коммуникаций. Если мы сейчас берем там предельный срок там, завершения 6 месяцев, то, наверное, при организации работ 2 смены и выходные, она свет позволит это сделать. Мы будем рекомендовать и настаивать на завершении и будет в эксплуатации вашего дома. Понимаете, где появляется какая-то федеральная копейка, тройной идет контроль. Вот, допустим, я предвижу там вопрос. Вот было так просто, там, когда делали здесь, там, на уровне субъекта. Да, потому что был наш местный закон, мы понимали алгоритм, и мы знали, что они идут конкретно на эти цели. А тут нас еще сверху, знаете, сколько еще ждет проверок за каждый рубль. Поэтому у нас все идет и выверяется. Уже 5 лет прошло, мы все ждем. И все так же. В одной секции вообще целый этаж не достроен, и как бы требуется достроить аж целый этаж. Фасадные работы и так далее. То есть вот по нашим расчетам 31 мая это является тот срок, когда подрядчик сможет завершить полностью свои работы. До 6 августа контракт с победителем конкурса будет заключен. Соответственно, примерно 15 августа строительные работы на площадке возобновятся. Может так случиться, что никто не заявится? Не может. Нет, такого случиться не может. Вы можете себе вот просто представить, что с 26 декабря и до июня не было ни одного наблюдательного совета в Москве. То есть пандемия, там еще какие-то определенные обстоятельства. Сейчас всего 19 регионов, 19 со всей России. И при этом наш регион, он первый, кто получил на руки положительное заключение госэкспертизы о стоимости. В других регионах на данный момент идут еще обследования, то есть проектировщики выходят и смотрят, а целы ли у них вот бетонные плиты, целы ли основания, обследование, не говоря уже о проектировании госэкспертизе. Вот мы первые.